Добрый вечер, друзья. Светик Хелшин. Так, вот собрала свои огурчики и решила все-таки сделать небольшую съемку. Не снимала несколько дней. А, Затеяла весь этот канал. Только затеяла канал, у меня то одна проблема, то вторая. Но все-таки решила продолжать. Так, вот собрала огурчики, почти 3 ведра. У меня заказ. Правда, заказ только на одно ведро, но остальные придется мне засолить. Так, хочу немножко по-быстрому сказать, что вот видите, кто смотрел, может быть, где-то знают, а кто не смотрел, для них повторюсь, что вот эти 3 ряда были посажены намного позже, чем вот эти 2, и вон этот вот крайний. И не делая эксперимент, у меня получился такой эксперимент, что, в принципе, не стоит сажать рассадой, особенно вот так вот много огурцы. В этом году, я повторюсь, может быть, кто-то у меня подключится по новой, кто-то не смотрел, может быть. Просто в этом году после града у меня побило весь огород, пропало все, что было, и огурцы. Первый раз, что я сажала, в принципе, были плохие семена, вообще не взошли. Потом их подчистую побило, которые взошли. И получилась вот такая вот катавасия, короче. Потом, в принципе, 2 раза даже побила градом мой огород. Я, отчаявшись, во-первых, не хотела вообще ничего сажать, расстроилась. Но по жизни никогда не люблю, когда лежит пустая земля. Мне всегда интересно что-то сажать, что-то выращивать, заниматься чем-то, хоть и устаю страшно, но мне это нравится. И как-то даже пустив клич в Инстаграм, сажать мне или сажать, но все-таки решила пересадить все. Пересадила и поехала как-то за семенами. И хоть мне казалось, что поздновато, но оказывается и поздно-то не было. Поехала за семенами, а там турок мой знакомый, ну не так, не очень-то знакомый, но я ему говорю, вы бы могли мне привезти хорошие голландские семена? Я обычно сажаю голландские Феникс Плюс. Мне их привозят, как я тогда говорила, мои друзья турки. С Моздока они мне их привозят, эти семена. Но на этот раз они заболели, их не было, и у меня не получилось, чтобы кто-то мне их привез. Он мне говорит, да ты что, сейчас уже поздно сажать семена, зачем ты будешь сажать семена, сажай рассада. Я говорю, ну у меня участок-то в принципе большой, мне рассада невыгодна. Он говорит, ну я все равно на твоем месте посадил бы рассадой. Ну я взяла у него один ящичек, ну короче там было, сколько было, нет, 2 ящика, по 35 штук. Купила 2 ящика у него рассады, он мне их отдал. Они стоили 25 рублей, он мне их отдал по 10 рублей. Я приехала, посадила, это вот тот первый ряд, он, крайний ряд, который начал намного раньше работать. Посадила этот ряд, и, короче, на ряд у меня уходило 80 кустов. Ну и я в следующий раз, то ли на 4-й, то ли на 5-й день пошла опять просить семена. У кого-то, может быть, еще кто-то мне семена привез бы, но никто не соглашался. Все говорили, что им некогда, что нету, что надо на рынок рано ехать. Они едут к нам на рынок, на Зрань. Ну, так случилось, я опять к нему подошла. Он говорит, ну что, посадила? Я говорю, посадила на один ряд 80 штук, получается. Мне надо 80 штук стаканчиков с огурцами. Он говорит, ну и посади. Я говорю, вы что, у меня еще 5 рядов. Это ж такие деньги. Во-первых, у меня их сейчас нету. Ну, как привязался, знаете, действительно, он мне навязал их чисто. Ничего страшного. Я говорю, ну я же сажаю для прибыли. Я говорю, какую прибыль я буду иметь, если вот столько-то заплачу за огурцы? Он говорит, ничего страшного, оправдаешь. Ну, так, знаете, ну, купила. Повелась, купила. Ничего, я говорю, у меня не получится сразу отдавать. Он говорит, ну что, мы куда-то уезжаем, что ли? Будешь, как у тебя будут, будешь отдавать, скидывать мне на карту. Ну, не знаю, как-то согласилась, привезла, друзья, и посадила. Посадила 3 ряда, вот эти вот, которые молоденькие, вот на этом месте успела поставить. Тот ряд сидит у меня, после града его не все побило, и я не стала его пересаживать. Там побило, наверное, кустов 20 все-таки побило, а остальное было. Я этот ряд оставила, не стала туда покупать. А вот эти 3 ряда я успела посадить, это уже после первого града. И только я посадила эти 3 ряда, а эти 2 ряда еще не успела посадить, они у меня еще были в рассаде. В этот день страшный град, страшный ураган, и эти 3 ряда у меня полностью под корень все ушло.
Не знаю почему-то. А тот ряд уцелел еще раз. Нет, вру. Тот ряд уцелел после второго ряда, да. Этот ряд уцелел, а эти 3 ряда полностью пропали. А эти 2 ряда у меня в рассаде остались купленные. Ну вот после града на 2-й, на 3-й день я посадила эти 2 ряда. Получается, у меня оказалось из того, что я купила на 6 рядов, только практически 2,5 ряда. И заработали. А я уже, получается, уже должна 4800 за эти огурцы. И потом, ну все, посадила, больше покупать рассаду не собиралась, действительно дорого. А потом что-то смотрю, с кем-то, я не помню, с кем-то разговорилась, они говорят, да ты что, не поздно, сажай, ты что, до 15 июня запросто можно все сажать. Тоже какой-то турок. Ну, вы знаете, просто так думаю, ну рискну, черт с ним, семена не очень-то дорогие, пакетик 50 рублей, дешевые взяла на рынке. Тоже Феникс Плюс и Феникс просто были на эти 3 ряда. Получается, нет, по 2 пакетика на ряд у меня получались, да, по 2 пакетика на ряд, вот считайте, 100, 300 рублей обошлись мне, вот эти 3 ряда, по 100 рублей на ряд, по 2 пакетика. Я их посеяла, вот, не помню точно, с 12 по 15, вот эти 3 дня посеяла, вот они. Друзья, никогда больше в жизни не буду сажать, покупать, тем более покупать рассаду. Они уже в росте догнали, видите, вот вы, наверное, видите, вот этот ряд и этот ряд. Вот они 2 ряда, они ничем не отличаются по росту, они по росту подошли, уже одинаковые. Единственное, что с этих 2, из того ряда, с 3 этих рядов, я сделала 2 сбора. А эти ряды уже сегодня, я считаю, наверное, ну, пол-ведра все равно с этих 3 рядов, они уже начали работать, маленькие огурчики пошли, они догнали практически. И я на будущий год, если буду сажать, если буду жива, да, столах, я намерена, знаете, как сажать? По 2 ряда через каждые 10 дней. Вот 2 ряда посажу, потом через 10 еще 2 ряда, и через 10 еще ряда. 2 ряда, 6 рядов, вот так вот, чтобы они были, вот подходили вот понемножечку. Ну вот, как-то так, друзья, тема моих огурцов, эксперименты. Да, эксперименты, может быть, ну, кто не смотрел, не знает, эксперименты с огурцами пересаженными вроде бы прижились. Ну, несколько погибло, остальные прижились. Я вам потом покажу. Сейчас мне нужно отдать это ведро огурцов, послать заказ, доить корову. Сын у меня сейчас вот опрыскивает огурцы. Вы знаете, опрыскиваю, все делаю, но все равно желтеют и желтеют. Вот идет опрыскивание. Сегодня мы опрыскиваем фитоспорином. Так, я вам скажу, что я делала. Вот с тех пор, как я посадила 1 раз фитоспорином, опрыскивала 2 раза сыворотка, йод и вода. Потом был у меня аммиак, зеленка, сыворотка, вода. И теперь опять фитоспорин. И обработала я их, еще подкормила я их гуматом калия. Вот сейчас, когда пошли огурчики. А до этого 2 раза коровиком. Вот сейчас, вчера в ютубе посмотрела дрожжевую подкормку. Вот хочется живые дрожжи, если я найду на зране, быстренько сделать дрожжевую подкормку, попробую. Но желтеет листья, друзья. Но у нас погода такая, что жара ужасная, почти под 40. 36-37 градусов тени. И, по-моему, 40 спокойно будет под солнышком. Так что эти огурцы, не знаю, выдержат ли такую погоду. Но в этом году заработать на них у меня не получится. Потому что расходов много. Это 4800 у меня за рассаду, которую я потеряла практически. Потом пришлось подкупить вот эти колышки. У меня почему-то прошлогодние закончились. Вот купила вот эти колышки. Вот не помню, сколько за них заплатила, если честно. И бечевка вот эта у меня обошлась 1000 рублей. 1000 с лишним, чуть-чуть даже больше. Шпагат этот. Ну вот как-то так, друзья. Ай, не знаю. Хотела немножко рассказать о своей жизни, но, наверное, не сейчас. В следующий раз расскажу понемножку, чтобы вы как-то более ближе узнали, что и как у меня. Ну, а сегодня как-то так. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, если вы не будете писать комментарии, хотя бы что-то,
не будете ставить лайки, мой канал не продвинется. Мне бы очень хотелось, чтобы он продвинулся, чтобы я могла помочь своей семье выйти из сложной ситуации, которая у нас сейчас. Я вам в следующий раз расскажу. Я немножко начинала об этом тему, что у нас в семье, в принципе, уже 3 года идет очень сложная ситуация. Но с помощью Аллаха у нас все будет хорошо, я надеюсь. Вот хотелось просто помочь ребятам, сыновьям своим. Но в этом году нет. Ну, по крайней мере, хотя бы для своей семьи на засолку. Я надеюсь, огурцы у меня будут. Сегодня еще замочила, которые огурцы позавчера, которые собрала. Покупательница не пришла, обещала прийти, не пришла. Я их не продала и себе не засолила. Но вот сейчас в холодную воду их положила, чтобы они немного жили заново. На 3 баночки, там 9 килограмм. 3 баночки огурчиков сегодня закатаю. Сегодня не смогу вам показать. Штатива нет у меня, а младший сын заболел ангиной, он не сможет меня снимать. Так что снимать на кухне, снимать в доме у меня очень мало получается. Хочу где-то купить штатив. В нескольких магазинах сын смотрел, но их там нету, не знаю. Может, мне кто-нибудь, в Грозном попрошу, чтобы мне прислали блогеров, кого-нибудь, которые вроде бы показывали, что у них там продаются. Ну, может быть, посмотрю еще в одном магазине в поиске. Я надеюсь, там должны быть. Я точно не знаю, хоть и была недавно в поиске, но я как-то не обратила на это внимания. Ну вот как-то так, друзья. Спокойной ночи вам. Всего хорошего.